Я хочу поделиться сегодня с вами словом. Это слово о призвании. И когда мы с вами живем в этом мире, у нас очень много ролей. Согласны? Есть дети здесь. Кто-то дети есть? Не все дети, да? У вас почкованием как-то здесь есть какой-то другой принцип? Я думал, люди всегда одним способом, через родителей. Да. И знаете, мы еще там, например, соседи. Есть соседи здесь? В зале есть соседи? Да, не все. Но, кстати, в Якутии можно быть ничьим соседом, да? На километре никого нет, и ничей не сосед вообще. Просто территория огромная такая, да? И когда, знаете, я в церкви представляюсь священником, это нормально, согласны? Было бы странно, если бы вышел проповедовать не священник. Ну, чуть страннее, чем вот где-то еще. Но я также еще предприниматель и состою в разных бизнес-сообществах. И знаете, когда собираются группы людей, там 20-30 человек собираются на какую-то там встречу, и обычно представляются. Как обозначают свои роли, да? Обычно, естественно, они представляются про бизнес, про свой. Ну, у нас же бизнес-среда, там бизнес-общение. И вот обычно, когда до меня доходит очередь, я говорю о том, каким бизнесом я занимаюсь, потом говорю о том социальном служении, которое я несу, и потом говорю о том, что я священник и там служу пастором по местной церкви. Это очень прикольный эффект, я вам хочу сказать. Вообще, в принципе, вот так круг идет, никому вопросов не задают, кроме меня. Только я всем интересен сразу становлюсь. Что со мной не так, что случилось в моей жизни, какие у меня были проблемы и так далее. Всем сразу очень интересна моя история становится. Да. И даже, знаете, у нас такая уже шутка появилась. Когда вот этот круг идет, я даже если вдруг думаю, не буду говорить, то все равно ко мне подходит очередь, и люди уже, кто там знает в кругу, они начинают шептаться: «Сейчас что будет?» Между собой там: «Сейчас ты офигеешь, сейчас, подожди, сейчас будет». Вот так вот. Очень интересно, когда мы, знаете, у нас много ролей. И такой соблазн есть в нашей жизни в этих ролях чуть заблудиться, как будто бы. Бывает такая история, что ты, совмещая много-много-много ролей, вдруг теряешься где-то вот во всей этой ситуации. А где же все-таки я? Где же все-таки роль? Кто я? Да? И я думаю, что вот тут в этом смысле нам очень важно корректировать свой светильник, как Писание говорит, поправить светильник свой, да, чтобы нам систему координат немножко отстроить и все-таки посмотреть на то, кто первично я. И у меня есть к вам такой вопрос. Собственно говоря, говорить мы будем о призвании. У меня вопрос. Кто-то знает свое призвание? Кто-то в зале может руку поднять? Вы на детей не все подняли, я понял, что да. Хорошо. А кто-то ищет призвание? Вот из тех, кто не знает, кто-то ищет? Супер. А остальные зачем? Вы знаете, интересная штука, что иногда мы живем свою жизнь, чтобы жить жизнь. Ну и еще чаще это просто означает прошло время какое-то. Мы сегодня утром разговаривали, сидели с ребятами, у которых остановились, вот у Марины, да, с Семеном. Очень гостеприимные. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Да, официальное спасибо вам, да. Вот. И мы разговаривали утром и заговорили, кто сколько в церкви. И оказалось, что мы исчисляем уже годами, да, эту всю историю, сколько мы там, и говорили о том, как жизнь изменилась. Но также время очень быстро бежит. Согласны? Писание учит нас, что дни лукавы, и они как будто бы просто протекают мимо нас. Если сейчас вспомнить, что было 10 лет назад, помните 10 лет назад? Да как вчера, правда ведь? Я помню, когда, ну вот, у нас вроде все мы тут не очень молоды, да, ну, я имею в виду себя в первую очередь, конечно, да. Ну, нету прям детей, да. И ты когда ребенку говоришь, ну, когда я был ребенком, помните, или там, вот, я закончил школу, я недавно понял, что я школу закончил 20 лет назад. Понял я это в разговоре с моими менеджерами, которые у меня работают, которые школу закончили 2, 3, там, 5 лет назад. И он говорит: я давно так школу закончил. Я говорю: сколько? Он говорит: 5 лет назад. Я говорю: ой, я 20. И они такие на меня: о, ну ты все уже, да. Ну вы думали же так же, когда молодые были, да? Типа 20 лет назад школу закончил, ну ты пожил, все. Ну с тебя как бы, ну, давай песок соберем за тобой только если. И я верю так, что когда мы находимся в этой жизни, когда мы идем со Христом, мы как будто бы обретаем какой-то больший смысл. Какие-то очертания более широкие мы начинаем видеть, какой-то масштаб видения нашего меняется тоже. И история о том, что если мы находимся в поиске нашего предназначения, мы как будто бы где-то в миссии, хотя бы на пути. Да? Если мы его нашли и мы его исполняем, то мы в целом там уже где-то на месте, там, где мы должны быть. Ну, хотя бы более-менее. Так уже какие-то очертания появляются. Но если мы не там, то тогда вот тот самый вопрос, который у меня возникает. Тогда зачем мы живем? И можно еще один слайд. У меня идут слайды, кстати, там. Я не говорю просто, я думал, может, по смыслу. Окей.
у вас есть призвание, вопрос-то прозвучал. Теперь следующий слайд, если можно, я буду тогда говорить на всякий случай, чтобы точно. В чем смысл жизни? Мы с молодежью тоже практикуем. Я уже себя не очень причисляю к молодежи. Это только государство причисляет меня до сих пор к молодежи. Ну и многих из вас тоже. Вот. Мы с молодежью ходим на улицу, проповедуем Евангелие. И у нас есть там разные проекты, и мы рассказываем людям о Христе. И очень часто, знаете, когда появляются люди, с которыми сложно говорить, они или философы, там, или много знают, такое бывает, или у них какой-то спор возникает, молодежь обычно ведет их ко мне. Всех, я принимаю всех, с кем не справляются, все ко мне. И мне нравится разговаривать с людьми, потому как я задаю всегда один очень простой вопрос. Я задаю вопрос, в чем смысл жизни? Как вы думаете, что отвечают люди? Мужской подход, так. Дом построить, дерево посадить. Дом сгорел, говорит, дерево срубили, да. Люди отвечают дети. Дети. Я люблю этот ответ, потому что я задаю следующий вопрос, и я спрашиваю, а в чем смысл жизни ваших детей? И что они отвечают? Дети. Этот ответ я тоже очень люблю, потому что я могу задать следующий вопрос. А в чем смысл жизни их детей? И у человека начинает включаться мозг. Что это очень похоже на какой-то беличий круг. Что мы просто по кругу рожаем. Самое интересное, что планета, на которой мы рожаем, не очень рада этому всему, да? И тогда вообще непонятно зачем. Вообще как будто бы нет никакого в этом смысла. Да, но мы с вами знаем, что смысл есть, что есть смысл жить. И на самом деле люди эти на улицах, которым мы проповедуем о Христе, они каждый раз доказывают мне и всей команде, которая с ними взаимодействует, что Бог есть. Именно тем самым, тем, что они не знают смысла жизни. Не могут ответить на вопрос смысла жизни. Давайте мы откроем с вами Галатам 2 главу, 20 стих. Супер. Я прочитаю. Можно в кармашке вода есть, в рюкзаке. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Я думал, вы за меня скажете аминь, пока я пью. Ну ладно, аминь. Да. Я знаю церкви, где принято вставать, когда Божье Слово читают. Вообще очень интересный опыт. У нас не принято, у вас, я вижу, тоже, да. Но вдруг интересно будет как-нибудь, можно попробовать. Мы как-то, знаете, на домашние группы. У вас есть домашние группы? Да? А кто в домашнюю группу ходит? Только те, кто на детей поднимали руки, я смотрю. Какая-то система, закономерность появилась у нас. Домашняя группа – это очень крутая духовная дисциплина. Знаете, домашняя группа – это не допник какой-то. Это дисциплина. Помните, в Библии написано что-то про общение святых? Там у вас есть в Библии такие слова? Есть? Оно не на букву «и» начинается, там, вот это словосочетание. Есть общение святых. Это важная дисциплина. Я вам хочу сказать, что это львиная доля формирования и укрепления вас в вере, домашняя группа. Это то самое место, где вы можете в чем-то разобраться. Ну вот вы в чем разберетесь на воскресном служении? Я вам сейчас наговорю, много Библии прочитаю, и вы пойдете с этими мыслями что делать? Обедать. И вечером что? Ужинать. А потом что? Ляжете спать. И, скорее всего, вряд ли поразмышляете о том, о чем я вам сейчас рассказываю. Но домашняя группа – то самое место, где вы можете с кем-то поделиться, что-то новое для себя узнать. Я точно знаю, что становление мое духовное и текущий какой-то рост, если он есть, Господь видит, он связан с домашней группой. Это то самое место, где мы можем друг друга поддерживать, молиться друг о друге, как-то заботиться друг о друге. Аминь. Я пошел плавно в проповедь про домашнюю группу. Вы не против? Я вернусь, ладно? Домашняя группа важна, скажи аминь. Кто в домашнюю группу пойдет? Все те же самые. Новый, я думал, кто-то хоть. Хоть кто-то один бы руку поднял, новый. Поняли, я шучу. Спасибо вам за этот аминь и за вашу поднятую руку. Так вот, здесь написано, что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Что это значит? Знаете, я когда в церковь пришел, я не очень ожидал, что мне надо будет что-то делать там, меняться или что-то такое. Я же хороший был и так. Нормально у меня все было, я пришел, все в порядке. А тут оказалось, что какой-то не такой, делает что-то не то, да? И когда мы читаем это место Писания, да, здесь написано, что
как-то уже не я живу. Уже кто-то другой живет во мне, да? И здесь написано, что во мне живет Христос. А что это значит? Это значит, что мои желания, мои какие-то мысли, действия и так далее, они уже не моими хотелками внутренними как-то, да, мотивируются, а Божьими, то, что Бог хочет. Аминь. Так ведь? Правду я говорю? Да, слава Богу, что я вас не обманываю. Хорошо. Мы вчера выяснили, что у вас есть люк здесь. Да. Что если вдруг проповедник начинает что-то не то говорить, я поэтому передвинул кафедру сегодня сюда. Да, люк там, сюда меня сдвинули, говорят, ладно уже, стой. И когда я вот пришел в церковь, супруга моя первая пришла в церковь, я за ней, у меня не было никаких планов на изменения. Но вообще, по-другому я вам скажу. Когда мы поехали на тот самый выезд, где вот, знаете, старший пастор церкви, он так старался, проповедуя мне Евангелие, он так интересно, с юмором, надеюсь, как я вам сейчас проповедую, захватывающе рассказывал историю о том, как он принял Христа, что я человек воспитанный. Я сразу понял, что от меня что-то хотят. Да. И поскольку я человек воспитанный, я понял, что я дам все, что от меня хотят. Да. Вот. И когда он вдруг сказал, хочешь помолиться? Я понял, вот, есть звездный час, момент настал, окей, я был готов. Я сказал, хорошо, давайте помолимся. Мы, знаете, помолились молитву покаяния. Кто-то молился молитву покаяния? Да, есть такие. Тоже не все, да что ж такое? Вы что-то держите там? Что? Покажите руки, у всех есть. То почему-то пастор молился, все с руками, что вернулись. Думаю, мало ли что-то тут. Какая история. Комары, кстати, могут, я думаю, откусить, да? Мы когда были на Ленске, говорят, комаров нет. Я думал, они сейчас палец откусит, не то, что меня там укусит куда-то. Вот, и знаете, я просто вот прочитал эту молитву покаяния, ничего не произошло. Небеса не разверзлись, вообще никакого процесса не было. Ну и как-то жизнь пошла потихонечку, мы стали ходить в церковь. И вдруг оказалось, что есть домашняя группа, оказалось, что есть молитва, оказалось, что иногда какие-то гости приезжают, можно их повозить, можно с кем-то познакомиться, подружить. И как-то так завертелось, знаете, и мы вообще поселились в церкви. Потом у нас, получается, мы буквально вот поженились, это все произошло, родился у нас ребенок буквально там через 2 года, да, где-то? Через год, да? Вот. И так как-то завертелось, и мы так, вы знаете, вот в этом режиме. И в этом режиме было достаточно сложно трудиться. Некогда работать было. Ну, вы знаете, кто активно служит, некогда было работать. Да, и плюс ребенок еще так, как бы у нас плохо спал почему-то, он очень активный парень был. Да, и сейчас тоже активный, но уже по-другому, уже умный просто, взрослый стал. И как-то так закрутилось, знаете, все это завертелось, и в какой-то момент, как бы было сложно и финансово, я вчера делился уже о ситуации, было сложно и так далее, и Бог стал показывать, как из этого выйти, как из этой ситуации выйти. И я стал потихонечку выходить, стали приходить какие-то варианты, как заработать, что-то стало получаться потихонечку. И знаете, мне пришлось миксовать и работу, и служение, и активно, и там, и здесь. И спустя какое-то время, может быть, полгода, год, у меня в сердце такое стало, знаете, зарождаться желание определиться, кто я. Либо я уже предприниматель, либо я уже священник. Куда идем-то, да? И я стал молиться Богу. Где-то с полгода, наверное, я, знаете, молился. И у меня были одни клиенты, я их обслуживал, как обслуживающая организация, помогал им. Они пригласили меня на обед, эти ребята, с которыми я работал, и говорят, ты знаешь, у нас новый проект, и мы хотим пригласить тебя в новый проект, но уже не как обслуживающую организацию, а как партнера. Поскольку это ребята были застройщики, это все сразу серьезно стало, да? Бизнес у меня сразу стал очень серьезный, был такой, как себе, стал тут максимум, все, что можно было сразу. В то время стройка летела в космос куда-то, особо там вот в нашем регионе. У вас тоже неплохо строится, кстати, я смотрю. Это значит, что регион развивается. Если краны стоят, значит, все нормально. Такой принцип. Так это работает, точно вам говорю. Стройка много дает для экономики. Так вот, я, знаете, вышел с того ресторана, и я чувствую, Бог ответил прям. Вот прям по-настоящему. Знаете, как ангелы, там, небеса, трубы, вся вот эта история. И я такой счастливый. Думаю, Господь сказал мне, будь предпринимателем, Владимир. Так классно. Вы уже конец истории знаете немножко, да? Я же тут стою, проповедую. Что-то не так пошло потом, да? И с этой встречи я поехал на встречу к пастору домой. Мы уже были с супругой в лидерском служении. Не помню, что мы делали. Мы все делали. Знаете, как вот. Когда ты мало работаешь, ты все делаешь в церкви, получается. Ты же должен делать. И мы поехали на встречу к пастору, и пастор готовил там обед для нас, собрал всех лидеров. И вот мы покушали, он говорит, вы знаете, я тоже молюсь уже долгое время, и хочу завтра Володю помазать в помощники пастора. Да. 2 часа расстояния было, полгода молился. Да. Я очень осторожно молюсь теперь. Да.
Но было несколько, знаете, пророческих слов о двойном помазании в моей жизни. О том, что есть и та стезя, две стези. И я уже много раз пытался откреститься и убежать куда-нибудь туда или туда, но Господь меня все время возвращает. О чем я говорю? К чему я эту историю рассказываю? Да? Я делюсь ей, потому что в нашей жизни много что происходит. И иногда мы сильно отвлекаемся в какую-то сторону и забываем спросить у Бога, та ли эта сторона. Как будто бы забываем вот отредактировать. Я верю, знаете, так, что Бог, Он может и через осла с тобой поговорить. Но если ты хуже, чем осел, слышишь Господа, то у тебя какая-то проблема. Аминь. Если осел с тобой заговорил, брат и сестра, надо решать эту проблему точно сразу. Это плохо. Давайте мы, еще один слайд там есть дальше. Распылить жизнь. Если мы находимся в том пути, который сами для себя выбираем, то очень легко распылить свою жизнь. Я вижу это очень часто. Не только в светском мире, не только в мире вокруг нас, но и в церкви тоже. Когда люди по кругу ходят, и спустя 20-30 лет они все еще не находятся в своем призвании. Они уже много лет знают Господа, слышат Его голос, но не ищут того, для чего Господь отправил их на эту землю. Мне нравится, моя мама, она обратила внимание на одну фразу в мультике «Тачки». Там, кто-то смотрел мультик «Тачки»? Да, класс. Помните, Маквин потерялся в первой серии? А? Больше рук, да, больше, чем дети в рук. Да. Надо было смотреть, кто родители, тогда бы все подняли руку. Да, да. И когда грузовик нашел Маквина, он говорит, хвала изготовителю. И мама моя такая, о, смотри, это говорит про твою тему. Да. Ну, мы с сыном смотрели. Это так круто отражает действительность. Ведь у нас, у каждого есть изготовитель. У машины, очевидно, есть изготовитель. Людям пока еще не всем очевидно, что у них изготовитель есть. Но нам с вами открыто, что кто-то нас изготовил. Теперь внимание. Зачем? Ведь если я сейчас возьму ноутбук и начну им забивать гвозди, это будет странно. Согласны? Я как бы распылю жизнь этого ноутбука. Ну, несколько раз успею, потом все, да? Так и где-то и мы, не понимая, зачем, не понимая, какое предназначение есть для нас, у того, кто нас изготовил и на этой земле поставил, можем распылить свою жизнь очень легко, делая что-то не то. Давайте еще посмотрим, немножко Библию почитаем. Вы как, не против Библии? Нормально? Читают у вас Библию? Это как-то тихо было. Пастор Алексей, простите за вопрос меня. Мне кажется, я тут подорвал какой-то авторитет. Осия, 4 глава, 6 стих. И здесь написано, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведения, то и я отвергну тебя от священнодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Жесть вообще. Это не из Библии, походу. Перепроверьте, точно я с Библии взял. Нас же Бог любит нас. Да? Он же заботится о нас. Он же наш Отец, Папа, все дела. Но также, знаете, наш Бог, Бог порядка. И Он всегда говорит нам о каком-то сеянии и о какой-то жатве. Что-то такое читали в Библии? Я знаю, что если в Якутии в землю что-то посадишь, ничего не вырастет, скорее всего. Что-то вырастет, да? Ледышка. Ледышка вырастет, да? Нет? Спасибо вам, что поддержали, а то я переживаю. Вдруг вы не слушаете, я хотел проверить просто. Да, и я вчера просто был где-то под землей. У нас, знаете, как под землей? Копнул 1,5 метра, трубу положил, считается все. Ничего с ней не будет, не перемерзнет. Я понял, что если у вас копнул, то там как раз лед нашел, там все уже перемерзло, там уже не надо ждать. Там уже все замерзшее. Тому, думаю, у вас тут с сельским хозяйством сложновато, конечно. И когда он об этом говорит, он говорит, смотрите, какую штуку. Так как ты отверг закон, я отвергну детей твоих. И это не то, что Бог такой, ты отверг. Ну все, смотри, сейчас будет. Нет, не в этом причина. Причина в том, что ты передашь поколению. А если ты отвергаешь Божий закон, то ты ничего не передашь. Ничего, никакого Христа ты не передашь, а ты просто отвергаешь, живешь как хочешь. Знаете, самая страшная штука, когда дети верующих родителей потом начинают чудить. Да? Я думаю, что есть много объективных причин,
но если посмотреть на статистику, одна из самых распространенных, то, что верующие родители в церкви верующие, а дома просто родители. И вот это несовпадение, которое видят люди, дети, да, вот это лицемерие, которое дети видят, оно их отторгает от церкви. Дети очень хорошо чувствуют, что у нас там внутри, какие сердца. И если наши сердца не меняются, у них нет доброго свидетельства о нашем Боге. Мы им ничего не можем показать. А знаете, почему наши сердца не меняются? А потому что мы не входим в наше предназначение. Потому что мы просто, бывает, иногда в вашей церкви так не бывает. Но где-то там бывает иногда, что люди просто ходят в церковь. Еще один слайд, можно следующий. Я верю так, что предназначение, которое у тебя есть для тебя есть у Господа, тебе необходимо получить. Аминь. Можно? Аминь. Аминь. Теперь внимание. Это твоя личная ответственность. Не чья-то вокруг тебя. Плохая новость – это даже не ответственность вашего пастора. Хоть, может быть, вы рассчитывали на это, конечно. Но он вам может помочь, может направить. Но если у вас нет никакого желания двигаться в том предназначении, ради которого Бог вас поставил на земле, он ничего, к сожалению, не сможет для вас сделать. Давайте еще немножко Библию почитаем. Исайя 46 глава, 9-10 стих. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Аминь. У нас с вами есть шанс быть в теме. У вас есть какой-то крутой бизнес здесь в городе? Есть какой-то супер крутой бизнес? Назовите кто-нибудь? Какую-нибудь компанию прям супер крутая. Ауроса, например. О. Да, Ауроса нормальная же? Хотели бы быть в доле? Да, чуть не все. Мы что-то не знаем про Ауросу. У нас есть возможность быть в доле в самом крутом деле на земле вообще. В самом крутом. Все, что здесь на земле, Писание говорит, все это временно, все это сгорит. Всего этого не будет вообще. Даже Ауроса. Пусть будет все хорошо у них. Ну, сколько можно. Да. Но иногда, знаете, мы сбиваемся в наших ролях, и те роли, которые нам предлагает здесь этот мир, они становятся важнее, чем те роли, которые предлагает нам Бог. Почему так? Я не знаю. Я тоже периодически это делаю. Это исповедь. Сегодня исповедь. Еще один момент, который я хочу подчеркнуть. Может быть, сейчас кажется, что я говорю о том, что если ты не пастор, то ты неправильно живешь. Я так не говорю и не имею даже в виду. Я верю в то, что храмовое служение – это супер важно. Аминь. И каждый из нас, что-то аминь какой-то слава был. Аминь. Да, я как это, клятва, аминь. Да. Клянусь. Да. Защищать Родину, клянусь. Да. Остаться на Дальнем Востоке, клянусь. Только так, наверное, людей можно удержать на Дальнем Востоке, да? Где я был? Храмовое служение – это важно. И у каждого из нас при хорошем раскладе должно быть какое-то служение. Мы должны быть частью тела Христа, это 100% вообще, да? Но есть также, и можно следующий слайд тоже еще там есть, есть также внехрамовое служение. То служение, где мы можем быть в этом мире, где мы причастны к этому миру. Мы как-то взаимодействуем с этим миром. Я уже делился с вами вот своей историей, да, как я вот служу там предпринимателям стараюсь. Я знаю, что у вас есть тоже много ребят, блогеров и предпринимателей, и таких активных, кто активно проповедует в мире, да, служит. И я думаю, что уже кто-то даже там вот здесь в церкви находится благодаря. Есть такие, кто вот благодаря блогерам здесь в церкви находится? Кто-то это видео прочитал. Супер, слава Богу. Это очень хорошо. Когда мы можем в этом мире тоже какую-то пользу приносить. Слава Богу вообще за тех людей, которые так активны в мире, не только в церкви. Знаете, Бог, Он сказал, я не забираю вас из мира. Потому что Он хочет, чтобы был еще какой-то урожай.
Бог любит всех людей и хочет, чтобы все спаслись. В вашей Библии так написано? Да, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И мы Ему для этого нужны. Руки и ноги здесь, на этой земле. Знаете, когда мы говорим в церкви о семейном курсе, в семейном курсе у нас есть там такая тема баланса. Как соблюсти баланс. И мы берем только две сферы: семья и служение. Но семья там появляется только потому, что семейный курс, как бы надо выделить, надо слово «семья» сказать, знаете. Бывают некоторые конференции, на которых надо употребить слово «дух» там, или «бизнес», или еще что-нибудь, ну, чтобы понятно было, что в тему конференции. Вот тема-то как бы не очень, да, в тему. Так вот, когда мы говорим о том, что есть какой-то баланс между служением, семьей там, или еще чем-то, то мы, в принципе, даже не употребляем слово «работа» или «учеба», или еще что-то, предполагая, что это и есть тоже служение. Знаете, то, как мы работаем, это служение. Моя бабушка, она очень сопротивлялась моему сектантству. Она православная, и когда вот я пришел в протестантскую церковь, она говорит, это все, какая-то ерунда полная, она прям сопротивлялась. Но там был ряд моментов, и один из этих моментов, вдруг она вспомнила, когда она уже поостыла немножко, вдруг она вспомнила, что с дедушкой, мой дедушка был инженером на заводе, и в его бригаде работали папа и сын. Эти папа и сын были баптисты. Так вот, бабушка моя спустя 40 лет вспомнила, как круто эти ребята работали. И говорит, так, подожди, это же были баптисты. Ну, наверное, не такая уж плохая у тебя церковь. Хоть и вообще не баптистская, правда. Но ей не очень важно было, да? Ну, сам понимаете, какая штука? Мы можем быть добрым свидетельством там, где мы есть. И то дело, которое мы делаем, это тоже хорошая история для того, чтобы проповедовать Евангелие и прославить Господа. Так ведь? Писание в целом нас учит все делать как для Господа. Давайте мы еще дальше пойдем. Я хочу мысль, чтобы вы попробовать ее продержать так. Слайд еще один у нас есть, это Ефесянам 2, 10 глава. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Аминь. И знаете, люди в этом мире, они часто думают, что если ты в церковь придешь, то вся жизнь закончилась уже. Что там вне церкви свобода. Хей-хей, свобода. Интересно, что Писание учит нам, что мы либо рабы греха, либо что? Либо свободные люди, да? Ничего подобного там нету. Либо рабы праведности. Вот такой вот человек. Надо выбирать все время. Либо там, либо здесь. Серого нету. Черное, белое. Серый цвет нам нравится. Библия говорит, либо там раб, либо здесь раб. Очень важный принцип. Но знаете, я бы лучше был раб, или лучше буду, давайте даже так, рабом праведности, чем греха. Потому что это и есть свобода. Аминь. И знаете, люди думают, что если их ограничивают грешить, то это не свобода. А я верю так, что те, кто не грешат, они просто свободны от греха. Совершенно другое видение ситуации. Знаете, когда мы с вами приходим в церковь, когда мы вдруг начинаем видеть как-то по-другому, то в нашем сердце рождается желание делать добрые дела. Так ведь? Нам хочется делать какие-то добрые дела. Но добрые дела сами по себе не решают проблему спасения человечества. Сегодня в мире много добрых людей, которые делают много добрых дел. У нас было сейчас вот такая пауза немножко в служении, но одновременно у нас было очень активное служение Приморья без сирот. Может, кто-то слышал такое? И мы занимались популяризацией усыновления, рассказывали о позитивных примерах усыновления. Так вот, у нас не было денег, просто не было. И практически все какие-то крупные проекты, которые мы делали на деньги светских людей. Очень много было, и есть, богатых светских людей, которые хотят делать добро. Почему-то, особенно сироте. Не знаю почему. Особое, детей жалко, они не виноваты и так далее. Яблоки давайте отвезем, что-то еще. Мы другие проекты делали, принцип. Понимаете, то есть сегодня очень много людей, которые хотят делать добрые дела, но это не решение проблемы. Следующий слайд. Иоанна 20, 21, 23 прочитаем с вами. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том останутся». Вау вообще. Представляете, какая власть? Сумасшедшая власть. Мы с вами знаем, что никто, кто не исповедует свои грехи,
ну или другими словами, кому они не будут отпущены, не попадет в рай. Кто-то хочет в рай вообще? Да? Никто не бывал еще? Как там? Может, что-то расскажет хоть? Да мы так все хотим, не знаем как там, да? Но очень интересно. И у нас с вами есть власть эти грехи прощать людям. Смотрите, но есть и другая власть. У нас есть власть не простить и связать человека. Помните притчу, когда одному должнику царь простил огромный долг? Помните такое? Этот должник, он взмолился, говорит: царь, прости, отдать нечем. И там варианта было всего два. Либо простить, либо посадить в тюрьму, пока не отдаст. Ну а как ты, сидя в тюрьме, отдашь долг? Я вообще не понимаю этой схемы. Ну как-то, наверное, работало в те времена, ну мало реально. Ну, видимо, отработаешь, пока сидишь там или что. Ну, в общем, навсегда. Ну, в его случае, судя по количеству денег, навсегда. И царь прощает ему. Написано, что этот человек выходит, идет по улице, встречает своего должника, уже другого человека, который ему должен, и начинает требовать свой долг. Тот говорит: у меня нету. И что там в притче было? И он говорит: ну, царь меня простил, я тебя прощаю, да? Нет, не так было. Он его посадил в темницу. Об этом узнает царь. Вызывает его, говорит: что с тобой не так? Я тебе такой огромный долг простил, а ты друга своего заточил в темницу. И что он сделал? Туда же, в темницу. Бог нам очень много простил. Но иногда почему-то то малое, что нам нужно простить на этой земле, мы связываем. Говорим: приговор. Я не знаю, как к этому отнесется Бог. Еще одно место, это Осии 6:6. И здесь написано: ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений. Тебе, наверное, кажется то, что мы можем дать Богу, наше время, наши десятины, наш факт присутствия в церкви или еще что-то, именно то, что хочет Бог. 100% отец хочет видеть своих детей в своем доме. Так ведь? Кто родители, хотите видеть своих детей? 100% так. Но что здесь написано? Здесь написано, что он говорит: я милости хочу больше, чем жертвы. Ну, в данном случае вообще по-другому. Хочу милости, а не жертвы. Сегодня, знаете, у нас с вами есть возможность. Мы с вами соприкоснулись с милостью Божьей. И эта милость, по идее, должна жить в наших сердцах. Для того, чтобы дальше кто-то еще в этом мире мог соприкоснуться с этой милостью Божьей. В вашей жизни когда-то был человек. Правда ведь? Тот самый человек, который сказал: есть Божья милость. Тот самый человек, который с ней соприкоснулся, пришел в вашу жизнь и поделился ей с вами. Можно еще один слайд, следующий. Я не претендую на какую-либо теологию в этом смысле, но когда я изучал этот вопрос, я пришел к выводу, что у нас у всех есть общее призвание. Бог призвал нас в свое дело ради спасения людей. Бог также хочет спасти всех людей вокруг нас, как и нас самих. При этом Бог каждому из нас дал какие-то дары и таланты, благодаря которым мы максимально эффективно можем производить спасение на этой земле. То есть исполнять свое предназначение. Мы все очень разные. У каждого из нас есть какие-то дары и таланты, которые есть только у нас. А набор этих даров и талантов вообще очень часто индивидуален и уникален, правда ведь? Бог дал нам их не просто так. Не просто, чтобы мы жили и балдели от этого, и радовались, что мы такие молодцы. У Бога есть цель, есть призвание для церкви, и есть предназначение для каждого из нас. Использовать те дары и таланты, которые есть у нас от Бога, чтобы
и еще кого-то привлечь в Царство Божие. Вы на домашнее задание, у вас есть, вы даете задания на домашние группы? Можно задание дать? Можно? Что вы боитесь, да, уже? Чувствуете подвох, да? Поделитесь на домашних группах, поразмышляйте. Вот у вас когда домашняя группа? В четверг? В разные дни, да? Ну вот у кого сколько времени есть, у кого в пятницу еще больше времени. Размышляйте над вопросом, как я могу явить милость? И поделитесь ответом на этот вопрос на домашних группах. Как именно я? Не мы вместе, не пастор там, не какой-то служитель, не даже я там со своей женой, а именно я. Как я конкретно могу явить милость? Поразмышляйте, пожалуйста, над этим вопросом. И знаете, недавно я получил такое интересное откровение. Я читал «Бытие». И там написано, если вы помните, как Бог создавал землю, и потом создал Адама и Еву, да? И была какая-то цель у Адама и Евы. У них была какая-то задача, помните какая? Плодитесь, размножайтесь, то, что нам нравится обычно, да, людям. Наследуйте землю, заботьтесь о ней, там, о животных и прочих делах. Так ведь все правильно? Там про это было. И знаете, когда я это читал, я увидел дальше, сколько они прожили времени. У них был какой-то промежуток времени на земле. И вдруг я подумал, что тогда было их время. Да? Кто-то на слайдах следит за моей мыслью. Тогда было их время. А сейчас наше время. Знаете, каждому из нас Бог на этой земле дал время. Как мы его используем? Я бы не хотел использовать свое время, как Адам и Ева. Наплодиться они умудрились, с этим проблем обычно нет. Но также умудрились принести грех. Знаете, и во весь свой род Адам и Ева принесли грех. Во весь род человеческий, представьте. Я бы сегодня хотел быть тем, кто во весь свой род принесет праведность. Аминь. Аминь. Как мне это сделать? Находясь в своем предназначении. Еще можно последний слайд. Я верю, что Бог каждого из нас избрал не случайно. Мы все здесь, в церкви, не случайные люди. Даже если вы просто сейчас мимо проходили, это тоже не случайно. У каждого, для каждого из нас, у Бога есть предназначение. И только один вопрос, который сегодня есть у Бога для вас. Зачем вы живете? В чем ваше предназначение? Я верю, что когда мы с вами, каждый в отдельности и все вместе найдем ответы на этот вопрос, все изменится. Я верю, что так начинается пробуждение. Когда люди двигаются в своем предназначении. Аминь. Еще недавно одну вещь, здесь нет этого в слайде, буквально недавно я получил такое откровение очень интересное, что очень часто мы, являясь членами тела, ищем свое предназначение вне тела. То есть размышляем о предназначении вне видения церкви. Я вам хочу сказать, что это одна из причин, по которой мы свое предназначение не можем найти. Очень странно, если бы сейчас моя рука искала какое-то предназначение вне моего тела. Я вам рекомендую, если сегодня вы в поиске предназначения, взяться за это более активно. Во-первых, в молитве, а во-вторых, в размышлении о том, в чем же состоит видение моей поместной церкви. Как я могу реализовать видение своей поместной церкви? Какие Бог дал таланты мне для того, чтобы моя поместная церковь была успешна в том видении, которое Бог дает для нее? Так вы очень легко найдете свое предназначение. Аминь.